Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Ребята, давно не виделись. В этом видео я расскажу вам о том, как мы с Джулусом купили машину и вообще поехали в другой город за все наши годы отношений. А мы встречаемся 13 лет. У нас уже 2 детей, и это, наше первое путешествие. Вы понимаете, как это было для нас волнительно? Я впервые в жизни сама приобрела билеты на самолет и на поезд. У меня сменный график работы, и отпуск у меня строго по плану, поэтому я заранее купила билеты через приложение «Купи билет». Вышло около 30 тысяч рублей за двоих, плюс 1000 за поддержку в приложении, с пересадкой до Хабаровска и билеты на поезд. Сегодня 3 июня, и я впервые в жизни купила билет. Та-дам! Все. Теперь будем готовиться к поездке. Сначала мы поехали в автоманию, который находится около кинотеатра «Лена». Нам там помогли выбрать машину, которая подходит по нашей ценовой категории. За участие в аукционе мы заплатили 50 тысяч рублей. И 12 июня, то есть через 1,5 недели, мы выиграли этот лот. 2021 год, 4,5 балла, максимальная комплектация, круговой обзор, все дела, пробег 47 тысяч. Поздравляю, выиграли данный автомобиль. Ахмад Мухсин. Как оказалось, мы выиграли на главной торговой площадке USS Tokyo. Зашли на сайт USS Tokyo, и тут как раз таки недавно проданные машины. Вот как раз сегодняшняя дата, черный цвет, как раз таки пробег ровно 47 тысяч. Продано, sold out. После победы в лоте нам дается 5 дней на оплату машины через АТБ банк. И лучше всего это делать наличными, чтобы не переплачивать банку комиссию. Снимаю деньги. Идем оплачивать. Вот такой инвойс нам дали. Это документ, по которому делается оплата, перевод. Да, бардун Тель-Авив. И теперь идем в сторону автомании, дабы оплатить таможенный взнос. Так, только что оплатили таможенную пошлину в размере, сколько там, 20 тысяч, да? 20 тысяч, и сказали нам подождать, ожидать сообщения. 26 июня наша машина направилась из Японии на судне Суматра, а 31 июня наша машина прибыла во Владивосток. А дальше мы уже оплатили комиссию в 239 тысяч рублей и услуги растаможки в размере 20 тысяч рублей. — 17 июля в 5 часов утра мы вылетели из Якутии. Волнений было столько, что мы так и не уснули за это время. 3 часа 24. Мы едем по аэропорту. Давай. Нормально, пока что спокойно. Он только станет. Я очень давно не летала, поэтому чуть-чуть волнуюсь, и даже толком не поспали. Вот мы и приехали. Полет до Хабаровска занял 2,5 часа. Как дела? Че? А завтрак на высоте 11 тысяч километров оказался особенно вкусным. В 8:30 утра в Хабаровске мы уже стояли в шоке от влажности и от буйства зелени.
Город был нам не знаком, а усталость накрывала, поэтому мы сразу же поехали на вокзал, чтобы определить наше местоположение, взять чеки билетов на поезд, покушать и сняли квартиру, чтобы чуть-чуть поспать. Так, вот мы стоим у вокзала, и как мы видим, уже люди вовсю работают. Выглядит очень опасно, но работа есть работа. За час до выезда мы проснулись, освежились, поужинали и уже сели в поезд. 2 часа поспали где-то, набрались немножко сил, и сейчас держим дорогу в сторону вокзала ЖД. Я-то в поездах человек опытный, а у Джулуса было настоящее приключение. Он впервые сел в поезд. Поездом плацкартом мы ехали 14 часов 46 минут. В 9 часов утра 18 июля мы въехали во Владивосток. Наконец-то приехали. Путь занял где-то 15 часов, да? 15 часов где-то заняло. Ну, тесно, тесноты до него видим. Вот. Совершенно другой воздух. Воздух там был особенным. Свежий, соленый, все, что нужно было для здоровья. Мы взяли наши рюкзачки и просто бродили по городу, впитывая всю эту атмосферу, пока голод не напомнил о себе. Мы зашли во вкусную точку, плотно позавтракали и по наивности решили дойти до дома пешком. Но крутые подъемы быстро нас охладили. Мы вызвали такси Драйви и доехали до дома. Кстати, про жилье. Все квартиры, гостиницы я бронировала через приложение «Островок». Заранее узнав, насколько узкие парковки и столько машин в Владивостоке, я забронировала квартиру в доме со шлагбаумом, чтобы не было всяких сюрпризов. Заехали в квартиру, привели себя в порядок, умылись и заказали автомобиль до филиала Автомании за нашей долгожданной машиной. Автомания находилась рядом с нашим домом. Приехав в Автоманию, мы познакомились с нашим новым менеджером Владом. Как оказалось, он был моим земляком из Верхневилюйска и знал моего брата Антона. Там мы оформили все бумаги, и после мойки нашего красавца вышел он. Черный Toyota Yaris Cross. По приказу острых козырьков и лично Томаса Шелби, всем автовладельцам Toyota передаю пламенный, добрый, бородатый, а самый главный надежный. Салам от Toyota, all the time, всегда на связи, как-то так, ребята. Взяв в руки долгожданную машину, поцеловав, обняв, нам нужно было прийти в себя после всего произошедшего, и мы решили снять стресс и поехали покушать. Да, вот будет итангер. Мощный. Джевит, как я нравится. Ну, Тут бою куда надо. еще так 9 это бардут. Блин, топ такие легко шлагбаум, это ключ на нарьян. Мы заехали домой, припарковались и пошли на рынок на Спортивный. Там мы ранее заметили вывески китайских кухонь. Кафешка была очень уютная, как оказалось, там работали отец с дочерью. И там мы сели по лапшичке и поехали по делам. В дороге нам везде помогал тугист. Сначала мы заехали в Каматто. Там я подарила мужу качественные коврики для авто. Затем мы поехали менять масло в Green Auto. Наступал вечер, и мы поехали в знаменитую набережную Спортивной гавани. Как у тебя настроение? Сегодня первый день в Владивостоке. Для первого дня мы очень многое успели. Время так быстро пролетело, что мы не успели опомниться, а уже темно.
После долгой прогулки мы поехали домой. Тугис нас повел по знаменитому Золотому мосту. Из-за этой красоты у меня появилось мамбетское чувство. Мне очень хотелось покричать. И это было потрясающе. На следующее утро мы поехали в знаменитый ресторан Супра и заказали все, что нам посоветовали друзья. Было очень вкусно, приятные официанты, красивый интерьер. После плотного завтрака нам нужно было разгрузить наеденное, и мы долго гуляли по набережной. Уже наступал вечер, мы поехали домой. И так как была суббота, мы долго думали, в какие ночные заведения нам пойти. Были такие варианты: ночные клубы, бар, бильярд, казино, стрип-клуб, караоке. В общем, мест было много, и поэтому мы стали читать отзывы и долго-долго думать. Мы пошли в стрип-клуб. Да, вот так просто, потому что все в жизни бывает впервые. И если честно, наш самый первый стрип-клуб был в GTA Vice City. Легендарный, пиксельный, с музыкой с детства и ощущением, но мы почти взрослые. А в реальности в нашем городе такого вообще нет. Максимум go-go в ночниках. Так что, оказавшись там, где можно, мы поняли, момент настал. Хотелось прочувствовать этот взрослый вайб, сделать галочку в списке «Попробовали в жизни». И мы попробовали. В зажигалке было все, о чем можно подумать. Прям все. Мы видели все. Без комментариев. Ближе к 4 утра попрощались со всеми, вышли в ночь с легким ощущением, ну вот еще одна глава закрыта, и поехали домой. Опыт получен, история записана, взрослость подтверждена. Мы там были. Наша оценка. I see you later, big boy. На третий день мы чуть поздно проснулись и решили спонтанно поехать в знаменитый океанариум. Погода была пасмурной, но было тепло, как в теплице. Сначала мы знатно позавтракали во вьетнамской кухне на рынке Спортивной. Было очень вкусно попробовать блюда от самих представителей кухни. Итак, мы едем в знаменитый океанариум по чудесной дороге с еще одним знаменитым русским мостом. Океанариум находится на Русском острове, чуть дальше ДВФУ. Это было просто удивительно. Море и огромное помещение с морскими животными. Мы чуть погуляли и приобрели билеты за вход и шоу в дельфинарии. Следует отметить, что экскурсии и шоу строго по расписанию. И нам очень повезло, что мы оказались вовремя. Мы отказались от экскурсии, купив билеты за вход и шоу. Здание было настолько огромным, что наши ноги и глаза устали. Аквариумы не кончались, а все было так интересно. Как тебе впечатление? Хороший, нравится. Многое узнал, многое вспомнил. А так людей, конечно, очень много, особенно детей. Вообще, океанариум разделен на 9 тематических экспозиций, охватывающих эволюцию жизни в океане, пресноводные системы, полярные зоны, Японское море, тропики и глубоководную бездну. После наблюдений мы успели на шоу. Мы были в шоке и в восторге от самих тренеров и от этих удивительно умных животных. Здравствуйте!
У вас есть пирожки с мясом? Нет, у нас только есть с картошкой, будете? Я не хочу с картошкой, мне нужен беляш, беляш. После этого, пока не стемнело, мы решили поехать на пляж бухты Карпинского, которая находилась недалеко. Мы не знали, что можно было туда заехать на авто, сделав крюк, а тугис нам показывал кратчайшую дорогу через лес, поэтому мы остановились на обочине, где потом нужно было еще добираться пешком. Но и это было чудесно, это был невероятный опыт. Лес был таким густым и пышным, с огромными пауками, а запах не описать словами. Kapsa ona. Onu da. Bileyim bastı kapıdan çok var bitti. Можно так все не видно, ага. Мораны, конечно, көрдүү бірақ та. Но все равно как-то в реку Баксан не пойдем. Впереди нас, через море, была наша недосягаемая страна мечты – Япония. Когда-нибудь и мы там будем, и будем плакать, выполнив нашу мечту. Мы долго стояли, обнявшись. Наконец-то, за 13 лет отношений и наше первое море. Ни разу не был на море? Не довелось. Не был. Пойми, о небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию и светило в себя. И солнце было укрощено. И огонь уже догорал в глубине. После этого мы поехали ужинать в знаменитый ресторан Токио. Мы заказали много всего, что пробовали для сравнения и что не пробовали. Açıktan kayalım. Так, первый раз пробую устрицу. И как? Вкусно. Выиграл прямо бледненько. Сначала пробую. И вот наша оценка. Еда, интерьер, музыка. 10 из 10. На четвертый день стояла чудесная погода. Теплое солнце и легкий бриз. Мы решили, что грех сидеть дома, и поехали на знаменитую стеклянную бухту. Волны накатывали мягко, но уверенно. Джулуса волны уносили обратно, как маленького ребенка. Вот такое вот получилось его первое купание в море. Да, с царапинами, но было очень весело. А я, человек с опытом, заплыла чуть подальше и лавировала между волнами, будто сама часть этого моря. Вдоволь поплавав, мы поехали обедать в азербайджанский ресторан «Заферано». Было очень вкусно. А далее по плану мы посетили маяк Токаревского, надели тапки и прошлись по косе, любовались морем, пофотографировались и решили покататься на катере. Там мы познакомились с нашим капитаном и чуть ли не забронировали его, хотели порыбачить и посетить острова. И вот наступил вечер. Мы поужинали в KFC, потом по плану мы посетили вышки, чтобы увидеть весь город с высоты. Первая вышка – это Орлиное гнездо. Дорога к нему была такая крутая,
что зимой я бы побоялась туда заезжать вообще. Но вид был очень красивый. Вторая смотровая вышка – это сопка Бурачка, откуда виден весь Владивосток в 360 градусов. Он оборудован современной лестницей длиной около 300 метров. У подножия есть небольшая детская площадка и парковка для автомобилей. У нас остались самые лучшие впечатления о городе. Владивосток, несомненно, город у моря, построенный романтиками. Он раскинулся по сопкам, поэтому с каждой точки открывается вид на бухты, мосты и корабли. Пятый день выдался по-настоящему знойным. Солнце палило так, что даже воздух казался густым. Выходить на улицу совсем не хотелось, поэтому мы решили спасаться в прохладе торгового центра Калина Молл. Там я буквально потеряла счет времени, зависла в отделе посуды на полдня, а машина заполнилась покупками. Катя, Во фудкорте мы подкрепились и заказали с собой еду, чтобы покушать потом на пляже. На этот раз мы выбрали песочный пляж бухты Аякс. Солнце сильно палило, что мы обгорели. Море было спокойным, и мы снова вдоволь поплавали. А когда мы заканчивали и собирались домой, мы услышали большой взрыв и увидели, как около моста горел катер. Пролетели вертолеты, а из моря вышла подводная лодка. Мы были в шоке. Приехав домой, мы отсортировали вещи, а вечером нас ждала романтическая прогулка на катере с живой музыкой. Но вы представляете наши ощущения после этого взрыва? Организация находится на Русском острове в поселке Мелководный, недалеко от ДВФУ. Он называется «Ангел Елена». На двоих в VIP-зоне ушло 8 тысяч. Это было просто волшебно. Мягкий ветер, закатное небо, вода, отражающая солнце, и мелодии, плывущие над волнами. Мы проезжали мимо маяка, и в тот момент закат был самым красивым, что я когда-либо видела. От этой красоты выползли наши скупые слезы. Знаешь, вот романтика. Нет слов. Позже, проплывая под мостом и вдоль набережных, перед нами открылся ночной Владивосток. Яркий, сияющий и живой. Закончилась прогулка поздно, и когда мы выходили из территории, по Университетскому проспекту очень быстро проехали спорткары. Мы не успели осознать, что мы мельком увидели чьи-то соревнования. 306. Не хочу вас обидеть, скорее это 406-я, но сборка не заводская. 306 его скорость, болван мотоциклистов, вызывай! Мы хотели еще немножко прогуляться по набережной Спортивной гавани, а по пути нас подрезали эти же спорткары. Мы были просто в восторге. Мы славно погуляли и поехали домой. На шестой день снова стояла знойная жара. В машине градусник показывал 50 градусов. Сначала мы поехали за запчастями для моей старой машинки, а также купили зимние колеса для нашей Тойоты. Потом мы снова заехали в Калина Молл. Там мы пообедали и закупились одеждой. Ну и, конечно же, мы не забыли поискать сувениры для родных. Так и закончился наш день. Мы снова покушали и поехали домой.
А вечером заказали такси и до поздней ночи гуляли по спортивной набережной. Также мы зашли в кинотеатр и купили билеты на завтрашний сеанс на фильм 28 лет спустя. Ух, красота-то какая! Это наш последний полный день во Владивостоке. Мы быстро позавтракали во «Вкусной и точка», попробовали новый набор с Hello Kitty. Затем мы поехали на Русский остров, поднялись на мыс Табезина и дошли до конца. Виды были шикарные, а высоты устрашающие. Это было сложно. Из нас вылезли все соки, наши ноги сказали: Прости, прощай, парниша. Было очень много туристов, все были дружелюбными, никто никому не мешал, порой нас пугали, что в здешних лесах обитают клещи и всякие насекомые. Ощущения невероятные. Ну-ка, покажи-ка тебя. Вот как схватили, просто ужас. А как тебе впечатление? Хороший. Подъемы крутые. Вот эти Do you вот ever look at someone and wonder спуски what is тоже going on резкие. inside their head? И камни тоже, скажем, имеют свой шарм. Не зря мне все говорили, не зря мне все говорили соблюдать водный, водный баланс. Так что оглор нахаль баху имен карахралан по глоточку, по чуть-чуть. Иначе мен кэгэним курдук угула джехат уже идде, короче. А так им улана. Сипаль! Мы знатно испугались огромных пауков. И только придя домой, мы увидели новость, что под той плитой, где мы стояли, находились ядовитые змеи. Но до этого, после восхождения, мы арендовали сапы и очень долго купались, пока не село солнце. После долгого купания мы поехали в кинотеатр и смотрели фильм, и очень поздно прибыли домой. Утром мы убрались в квартире и попрощались с ней. Напоследок прогулялись по рынку, еще раз доехали позавтракать в Супра, заказали уже любимые блюда и очень неожиданно сотрудники начали с нами прощаться. Устроили сцену и принесли рог с напитком для доброго пути. После ресторана мы заехали на выставку японских авто Гайдзин. Было очень классно посмотреть на легендарные автомобили в хорошем состоянии. Напоследок мы поехали в уже родную автоманию. Там нам на авто нацепили намордник и двойное стекло, чтобы по пути машина не повредилась. Нам было очень мало провести всего лишь 1 неделю во Владивостоке, и с грустью мы поехали в город Артем.
Там мы снова через приложение «Островок» забронировали номер в гостинице. Старая гостиница напоминала нам гостиницы из старых фильмов и игр, а номер 504 сразу напомнил комнату из Silent Hill Homecoming. В целом все нормально. Посмотрим на вид с 5-го этажа. Тут у них есть красивый парк с очень густыми деревьями. Переночевали мы хорошо, нам очень понравилось, тихо и спокойно. Утром мы проснулись к завтраку и спустились кушать. Он не был у нас включен. После этого мы заправились и поехали в путь до Хабаровска. Нас все время удивляла ровная дорога, пышные леса, бескрайние поля. Дождь то начинался, то прекращался, то начинался ливень. А еще вы знаете, как я люблю видеоигры, особенно Skyrim, Fable, Ведьмак и тому подобное. Я всегда любила засматриваться на красиво оформленные аутентичные дома, цветы и детали. И когда мы проезжали мимо домов, где жители продавали продукты пчеловодства, ягоды и овощи у дороги, да, мне так хотелось заглянуть в гости, вы не представляете. Погода менялась так быстро, будто мы ехали не день, а несколько дней. К вечеру была уже ясная погода, был красивый закат и солнце село за горы. К вечеру мы приехали в Хабаровск. Нам было некогда искать ресторан или кафе, так что мы заехали во «Вкусная точка», взяли еду и устремились к ранее забронированной гостинице. Номер нам очень понравился, и он был более современным, чем прошлая гостиница, а на первом этаже проходила чья-то свадьба. Мы проснулись в прекрасном настроении. Завтрак в этой гостинице был включен в стоимость. Мы вкусно покушали и приготовились к поездке. Этот путь был до города Белогорск. Сказать честно, это была самая живописная поездка. Каждый вид был похож на какой-то опенинг из аниме. Мы видели степи, горы и всегда ровные дороги. Я тут говорила про степи, но нет. Степей между Хабаровском и Белогорском нет, но есть широкие равнины и поля, которые на них похожи. К вечеру мы приехали в город Белогорск. Первым делом мы поужинали в китайском ресторане. Нам все очень понравилось. Затем мы поехали в гостиницу «Золотая мельница». Было очень уютно и нам очень понравилось. Это была самая лучшая гостиница, где мы вообще останавливались. Кстати, мы заметили, что воздух уже не такой влажный, как было в Хабаровске. Вот мы и доехали до Белогорска. Мы в попыхах каждый раз бронируем гостиницы. И нам в очередной раз повезло. Завтра нас ждет длинная дорога до Нерингли. Дороги очень кайфовые, мне понравилось. Вот, как-то так. До завтра. Завтрак в этой гостинице был тоже включен. Мы вкусно позавтракали и устремились в путь. Когда мы ехали, все заметнее становился географический контраст. Дорог становилось все меньше,
Вокруг тянулись бескрайние леса, и Амурская область, и Якутия – территории добывающие. Поэтому время от времени среди тайги появлялись рудники и карьеры, редкие островки промышленности посреди почти нетронутой природы. Мой верный помощник Тугис все время работал и показывал точное время прибытия до города Нерюнгри. И вот, наконец-то, мы приехали на границу нашей необъятной Якутии. Воздух уже был таким холодным и свежим, что мы сразу почувствовали – мы дома. Калевит. Сахаусерия калевит. Мы у себя на родине. Ая, как тебе дорога? А так, чугай, солнце, чугай. Местами, конечно, пару ям ловили. Да? Но, а так, нормально. Тю-тю-тю. Повесив клочок конского хвоста на удачу, мы устремились в путь. Почти сразу дорога ухудшилась, была грязь. Но стоит отметить, что везде был ремонт. Нас пугали, что дороги ужасные, но мы бы так не сказали. К вечеру мы уже прибыли, и, к сожалению, к этому времени не работали кафешки. Поэтому мы купили из круглосутки полапшички и поехали к забронированной квартире. Квартира нам очень не понравилась. Дом был весь грязный, постель не меняли, был неприятный запах, а в стиралке были вонючие полотенца, которые не стирались еще долгое время. Еще в Белогорске я разговаривала с арендодателем. Она говорила мне, что уборщица чуть позже закончит уборку, где-то в 3 или 4, на что я сказала, что ничего страшного, мы приедем к вечеру и уедем утром рано. В итоге остался очень неприятный осадок, ведь квартира стоила дороже, чем номер в тех 3 гостиницах. What the dog doing? Утром погода была дождливая и был туман. Мы очень быстро покинули эту квартиру. Отбросив неприятные мысли, мы вкусно позавтракали в ближайшей кофейне и устремились в туманный путь. Мы будто находились в Форксе и все время напевали. Дороги, кстати, неплохие. Видно, что недавно проводился ремонт. Иногда встречались крутые повороты без бордюров. Кстати, по пути мы впервые в жизни увидели живого медведя. Вы представляете, как нам повезло увидеть его? Ведь он только-только поднимался. Чуть задержись или выйдя пораньше, мы бы его просто не увидели. Дорога была очень живописной, бескрайние леса, горы, укутанные облаками. И порой ты даже не замечаешь, как ты уже на той самой высокой точке. Иногда встречались дороги, которые только-только начали создаваться с нуля. Начало темнеть, а асфальт становился все свежее и свежее. Мы приехали в город Алдан и остановились поужинать. Взяли кофе с собой и чуток еды, ведь нам ехать всю ночь до города Якутск. А как тебе дорога в Алдан? Все бай. Все новое. Новая дорога. Вкусно покушали. Вкусно покушали, ям почти нет. На обочинах виднелись грузовики и иномарки со спящими водителями. Я изо всех сил старалась не засыпать, чтобы не оставлять Джу одного в этой тишине, но глаза предательски закрылись. Я проснулась уже на заправке, когда небо начало медленно наливаться светом. Солнце не спеша раскрашивало горизонт алым, а мгновение спустя уже вовсю слепило наши уставшие глаза. К 4 часам мы уже стояли в очереди на паром в Качекатцах. Паром отходил только к 8. Очередь росла на глазах, а места на борту было мало. Вошли далеко не все. Ай, мы это сделали. А? Ты это сделал. Ты, я все время спала.
Зато сама переправа прошла мигом. Свежий речной ветер, брызги, и вот мы уже в Максагаллахе. И вот, знакомая дорога, места, где все кажется родным. Стало одновременно смешно и грустно. Асфальт в городе проигрывает всей трассе от Владивостока до границы нашего родного города. Очень хочется верить, что однажды наши городские дороги догонят по качеству те, что остались позади за тысячи километров. К 10 часам утра мы уже прибыли домой. Вот как встретила нас моя мама. Ура, ура, ура! Ну вот и все, ребята. Я вам попыталась показать, заснять, рассказать все, что у нас было в этом мини-путешествии. И если вы дошли до конца, все досмотрели, то вы crazy, ребята. Crazy! Спасибо вам за просмотр, за внимание. Пока!